Александрович. Я поздравляю всех с днем рождения. Это 12 лет, это немалый срок. И сейчас есть здесь те, которые стояли у истоков Эльбрусоида. Наверняка есть те, которые впервые пришли или мало еще были в Эльбрусоиде. И есть те, которые еще не понимают, что такое Эльбрусоид, но участвуют в этом уже полный рост. Хочу пожелать, чтобы у фонда, у нашего народа, в нашей стране, вообще в мире было побольше праздников, чтобы народ собирался для того, чтобы потанцевать, спеть, познакомиться, подружиться друг с другом. Сейчас говорили о поездке в Турцию. Не в связи с награждением, а мы на прошлой неделе были на землячестве, где наша карачаево-балкарская диаспора в Турции, в городе Конье, проводила землячество, концерт, и мы были приглашены и поехали туда. Была картинка такая, в какой-то степени дежавю, потому что ведущей была Софа Гачаева из Эльбрусоида, пели Тенгиз Габаев и Зухра Кабардокова из Эльбрусоида. Хореографом Турции нашей молодежи был Марат Мирзоев. Кстати, там молодежь, вот старшеклассники, там первокурсники, так хорошо было поставлено, что все спрашивали, они тоже приехали с России, из Кавказа. И все были удивлены, насколько Марат этот за короткий срок смог научить там молодежь нашим старинным и современным танцам. В Турции мы были в Анкаре. В Анкаре встречались с нашей диаспорой, в Конье. Ездили в карачаевское старинное село Башуюк. Туда приезжали еще из других городов и сел представители карачаево-балкарского народа. В общем, увидел всех, и я имею сейчас достаточно хорошее представление о нашей диаспоре в Турции. И их глазами посмотрел на нас, на деятельность Эльбрусоида. Буквально Эльбрусоиду 12 лет, и вот, можно сказать, до того, как Эльбрусоид открылся, как раз там происходили процессы ассимиляционные, и молодое поколение уже практически не знало родного языка, и чуть старше поколение по этому поводу очень беспокоилось. И продукция Эльбрусоида, будь то, сегодня говорили о том, вот Расул Атмурзаев здесь, то, что дублировали фильмы, мультфильмы, то, что издавали книги, то, что делали у нас документальные фильмы о Карачае, о Балкарии, приложения, которые Азамат делает. Ну, в общем, они пользуются продукцией Эльбрусоида больше, чем мы здесь. И благодаря этому они, благодаря Эльбрусоиду, получили импульс. И сейчас модно изучать родной язык, модно знать историю своего народа. В общем, поездили везде, живут хорошо, так же, как и везде. Были в селе орамлары, үйлері, орамлары, межгитлері, қайдам қарзатлары жарашып. Есть очень много продвинутой молодежи. Были курьезные случаи. С нами еще был Абузеид Гириев, Уллум Алкардан. Ол лай эмачы цокат еткелі барлады. Ол да тұрғалай хабар айталды. Мы хотели, говорит, здесь, чтобы детей наших научили танцам, карачаевскому языку. Пригласили из Балкарии, говорит, учителей. Ну, Абузеид тут, говорит, так вы из Балкарии привозите, чтобы изучали карачаевский язык, или күлөбіз. Аллай затлады болған әлі. Ана айтқаным,
хотел передать от них всем салам. Они так и передавали барсагыз барына да улуу салам айтып барыңыз деп. Так что түркте жашаган карачай малкар миллеттен салам сизге барлыгы. И, конечно, хотел сказать, я это говорю каждый раз, и в связи, опять же, с поездкой в Турцию, мы что заметили, там тенденция такая, последние там 15-20 лет, детям некогда заниматься даже танцами, спортом и прочим. А чем они занимаются, если учатся? Днем и ночью учатся. Сабилерно родители все носятся с детьми, чтобы они все учились. Окуз да адам болгуз деп, аныбла решили улусу да, гитчеси да, сабии да, кайсысы да. И лучше знания без диплома, чем дипломы без знаний, потому что сами понимаете почему. Так вот, я хочу сказать, что у нас растет в Турции хорошее поколение, и они будут эрудированными, образованными. И я бы хотел всем вам, молодежь, пожелать, пока заманыңыз болғанда, заманыңыз болған заманда. Бош кетермеңіз заманны, оқуыңыз. Біз студент болған заманымызда бізге хаманда Ленин не айтқанын айтып тұр, или Ленин айтқалай, учиться, еще раз учиться. Всем успехов и всем удачи.